Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, как видите, у меня на столе заготовочки кое-какие, это покупочки, только что мне сын принес для моего заказа. Так, сейчас уберу стол, чтобы мне не мешал. Так, ну у меня в заказе, у меня коровы не то что в запуске, а уже вообще нет. Ну, в это время они у меня в запуск уже уходили, но мы их продали, короче говоря. Речь не об этом. Купила молоко, вернее, ну, сын мне привез молоко, зелень, листья салата, болгарский перец, грибы. Ну, сливочное масло не для заказа, просто дома нужно всегда. Так, курочки и куриную печень. Так, у меня заказ. И хочу, пока у меня есть, вроде бы есть время, вроде бы я успеваю, два заказа небольших. Так, в одном заказе у меня, ну, куриные, мы их называем шарлотки, конечно, печеночные шарлотки, но, наверное, это может быть неправильное, как бы название. Если правильно назвать, то начнут мне тоже писать. Ну, печеночные оладьи в заказе, манты в заказе, в готовом виде. И обычные блины, поэтому молоко купила для обычных блинов. Так, и у меня 2 курочки. Это один заказ, и 2 курочки с овощами у меня другой заказ. Сейчас быстро замариную, первым делом почищу и замариную кур. Но дело в том, что я купила грибы, но мне что-то дочка говорит, это у нас постоянная клиентка, то у меня, то у Танзилы заказывает еду. На сей раз она заказала у меня. Мне надо сейчас выяснить, что беру, выяснить. Танзила говорит, что мама, она не ест грибы. Поэтому надо выяснить, нужно ли грибы для... Так, курочки такие средние, неплохие, как видите. Это фермерские у нас курочки, где-то 2300, 2200 весом. Сейчас быстренько уберу. Ну, я, наверное, сейчас отключу камеру, чтобы не задерживать вас. Потом, когда буду мариновать, может быть, подключусь. Ну, обычный маринад, ничего сложного. Так, курочку я помыла, сейчас она немножко обсушится. Тем временем я быстро соберу для маринада и промариную курочку. Так, времени не так уж и много у меня, потому что все-таки 2 заказа. Так, значит, что мы будем добавлять? Я так не буду сразу ставить, потому что нет времени. Это у меня абхазская соль. Так, 2 столовые ложки на эти 2 курицы я добавлю, потому что мариноваться много времени нету. Поэтому так, добавим, значит, немножечко, ну, чайная ложка пусть будет, да? 2 чайные ложки чесночного перца, ой, сухого чеснока, не перца, а именно сухого чеснока. Так, черный перец добавим. Хотя некоторые в курочку не добавляют, но я добавлю. Так, и у меня вот такой вот хлопьями, наверное, видно, хлопьями красный жгучий перец тоже добавлю. К сожалению, у меня нет меда. Если бы был мед, это было бы очень здорово. Но я забыла даже купить, чтобы дома. И дома нужен. Ну и такие, знаете, хорошие 2 ложки паприки. Так, что еще? Соль добавили, это добавили. Значит, добавим сюда 2-3 ложки соевого соуса. Вот так вот. Ну и растительное масло. Так. Все заранее подготавливать нет времени, поэтому снимаю так. 1, 2, 3, 4. Ну так, посмотрим, перемешаем и посмотрим. Так.
Масла больше добавим. Быстренько, пока я буду чистить картошку, все это нарезать, а курочка немножко промаринуется. И сразу же включу сейчас духовочку. Ну, вот так вот, видите. Вот будет у нас такой маринад. Сюда еще можно вот чайную ложечку, как я сказала, как его, меда. Тогда будет очень приятный сладковатый привкус. И курочка будет такая у курочки хорошая. Ну, здесь, в принципе, она с овощами идет. Ничего страшного, что нет курочки. Так, сейчас быстренько. Извините, что меня не видно, что я делаю в кадре, что просто пока перед камерой на штативе. Ну, вернее, телефон на штативе. Так, все, курочку переложила, я ее помыла. И вот теперь мы вот это вот все быстренько сюда зальем. И немножко оставим промариноваться, как я сказала, пока я буду готовить все остальные ингредиенты свои. Так, узнала я, все-таки Танзила, да, права. Заказчица сказала, что грибы они не едят. Значит, курочка, которая осталась, третья, с грибами будет уже для нас, я приготовлю. Но это уже попозже, когда я справлюсь со своими заказами. Тогда только займусь курочкой, потому что оба заказа у меня на обед надо быстро отправить. А мы, в принципе, если даже не будет наш обед готов, у меня много чего есть остаточного, поедим это. Первым делом нужно отправить заказ. Я, конечно, давно уже отказалась от готовой еды, готовить готовую еду, делала полуфабрикаты, но уже как-то иногда приходится брать. Тем более своим постоянным клиентам отказывать я не могу. Иногда делаю такие заказы тоже. Так, ну все. Пускай это дело будет стоять. Сейчас занесу быстро картошку, лук, морковь. И займусь овощами. Так, забыла прикрепить микрофон, уже начала и говорить. Так, все-таки проводной микрофон это не дело. Надо будет купить беспроводной. Так, ну, без разницы, как вы хотите, так и можете лук нарезать. Но я как-то, чтобы вот так вот он получался перышками нарезаю, потому что ему не жарится, а в духовке запекаться. Так, ну, еще раз повторюсь, по-моему, я уже слишком часто даже это говорю, что, друзья, канал у меня не кулинарный, поэтому, если вам кажется, что это очень долго, лучше не смотрите. Ну, не умею я снимать короткие видео. Дело в том, что я даже снимаю не из-за рецептов. Как? Просто я снимаю, что я делаю сегодня. Вот сегодня у меня заказ, я решила его снять. И ну, вот как-то так. Если бы я снимала, да, как блогеры-кулинары, чтобы, ну, зарабатывать на этом или учить кого-то чему-то, тогда, наверное, да, я бы снимала коротко, чисто по рецепту и все. Вот так многим моим подписчикам я знаю, что интересно просто со мной пообщаться, интересно просто посмотреть, а что я сделала сегодня, да. Как когда-то моя соседка, девчонка, говорила маме: мама, пойдем посмотрим, чем занималась сегодня Лейла, и пойдем спать. Вот. Как-то так, друзья, знаете. Конечно, бывает очень много обидных слов написано, что и болтаю много, и ненужной информации много. Кому интересно там то-то, то-то. Тогда сразу нужно заходить на кулинарный канал. По-любому вот такие вот влоговые каналы, как мой, по-любому эти люди общаются, они разговаривают. Ну и в этом плане. Много бывает обидных вещей написано. Особенно очень много было написано там, где у меня ролик про то, что мама заболела, а потом уже Ибрагим написал, что мамы не стало.
Ну, каждый делает, как он считает правильным, наверное, но Всевышний ему судья. Всем им. Прикрою дверь, у меня тут мальчики убирают. Так, ну перчик пока оставлю, потому что перец я буду класть, потом он быстро готовится. Положу его попозже. Сейчас быстренько картошечку. Ну, вот так вот сделаю и все. В принципе, мой канал с дня открытия идет, как он идет. У меня очень мало роликов, которые меньше 20 минут, можно сказать, да, хотя мне всегда и Ибрагим, и Джабраил, ну, мои мальчики говорили, что мама, снимай короче, мама, снимай короче. Ну, не получается у меня короче. Да, я понимаю, что у людей нет времени смотреть долго. Может быть, как-то я и пересмотрю, но для этого у меня тоже нет времени, чтобы снимать именно отдельные ролики, отдельно готовку. Для этого нужно действительно заниматься только этим. Заниматься только ютубом, только блогерством. А пока у меня на это времени нет. Вот когда будет у меня время чисто заниматься для вас, для съемок, я буду, может быть, снимать чего-то. Да и дело в том, что я не считаю себя таким кулинаром, который может чему-то научить и показать это. Хотя мне многие пишут, что научились многому. Но мы каждый раз учимся. Я сама вот очень много в разных сейчас кулинарных группах, в WhatsApp-группах, и кондитерских, и разных. Короче, позаходила везде. Ну, просто интересно. Мне всю жизнь была интересна именно готовка. И тоже интересно. И вы знаете, действительно, мне на сегодняшний день 57 лет, я узнаю очень многое. Потому что мы действительно, мы же не кулинар, мы просто домохозяйки, мы этому не учились. А есть люди, которые профессионально этому учились. И которые как-то более, может быть, у меня даже нет времени. Есть же много сайтов, куда можно зайти, профессионально все это посмотреть. Но нет у меня этого времени и не было никогда. Я старалась, я поднимала свою семью. Ну, как могла, так училась и готовила, конечно. Вот как-то так. Добавим сюда такая вот большая морковка, мне кажется. На 2 курочки хватит. Я много морковки тоже не люблю в блюдах. Посмотрим. Если не хватит, еще одну добавим. Тоже вот таким вот рифленым ножичком. Ну, не обязательно, если у вас всего нет. Можно и просто другим ножичком. Морковку я, наверное, можно было бы и просто напополам. Но сделаю вот так вот. Пускай будет так. Духовка у меня уже разогревается. Курочка маринуется. Так, сюда я тоже немножко сделаю маринада. И все вместе добавим. Курочка молодая. В рукав, наверное, я ее не буду класть. Может быть, просто сверху противня положу фольгу, чтобы картошка прожарилась. Некоторые картошку отваривают до полуготовности и тогда кладут. Но мне не кажется, что есть такая необходимость. Картошка прекрасно у меня готовится и так. Я часто летом этой заказчице делала этот заказ. И картошку всегда добавляла молодую. Целую прям картошечку. Так, ну, мне кажется, наверное, хватит. Морковки, наверное, больше не надо будет. Так, сейчас быстренько подготовлю и перчик болгарский. Вот так вот.
произвольно. Ну, сейчас отключусь, а то действительно будет очень длинное видео. У нас отключили свет. Пока что-то и сыновья мой генератор не включают. Значит, то же самое я делаю и с этим картошкой, с морковкой, с луком. Тот же, типа, тот же самый маринад. Черный перец, чуть-чуть красного перца. Хотя красный еще не добавила, по-моему. Так, ну много не буду, потому что курица-то уже. Что еще там у нас? Соевый соус. И вот сейчас добавлю соли. Соль не добавляла. Так, добавлю на глаз, да? И все, уже можно духовочку. Духовку я, как сказала, я включила уже. Сейчас перемешаем это все. Болгарский перец я добавлю чуть-чуть позже. Растительное масло тоже добавила сюда. Можно это все отдельно пожарить, потом соединить. Можно, как я сказала, и картошку до полуготовности отварить. Ну, не знаю, я делаю так. Можно в рукав это все запихать и в рукаве тоже. А потом, когда уже почти готово, для корочки открыть. Ну, не буду я сегодня ни в рукав, никуда. Будем вот сюда. Так вот раскидаем. Курочку принесу еще. Так, курочку. Так, ну и будем вот так вот укладывать нашу курочку. Пергаментная бумага у меня силиконизированная, очень удобно. Так, значит, фольги у меня нет, но я решила ее немножко вот так вот пергаментной бумагой тоже. И вот так вот. И теперь поставим в духовку где-то на 180 градусов. По ходу посмотрим. Ну, около часа. Так, ну, друзья, через минут 20 я убрала пергамент. Вот видите, картошка уже почти полуготова. И курочка тоже точно так же. Теперь она будет у меня жариться вот так вот сама, без фольги. Ну, без пергамента, вернее. Вот и наша курочка с овощами готова. Я забыла вам сказать, что болгарский перец я положила уже, когда вот открывала духовку через полчаса. И тогда положила еще болгарский перчик, и все. И теперь мы, к сожалению, у меня нет. Опять мне могут сказать, что все время говоришь, что этого нет, того нет. Но дело в том, что, как я сказала, я же не работала и как-то не покупала пока еще ничего. И не собиралась. Вообще хотела уйти от, честно если сказать, от готовой продукции. В основном ее делала Танзила, дочка моя. Ну, кто новенький, я для них говорю. Я хотела просто делать полуфабрикаты. Ну, это уже моя постоянная клиентка. Как-то ей и отказывать не захотелось. Поэтому этим двум клиенткам сегодня делаю заказ сама. И еще одна клиентка позвонила буквально недавно. Нужно котлеты пожарить. 30 котлет.
Тоже, ну, она с моего села, поэтому ей от Танзилы не очень-то выгодно. Танзила же живет подальше от нас. Поэтому за доставку приходится платить больше. И тем, кто живет рядом со мной, им невыгодно, чтобы доставку делала Танзила. Тем более, когда, ну, небольшой заказик, да, скажем так. Вот так вот. Так, но я все-таки поеду, наверное, приобрету уже себе и ну, все приобрету, все, что нужно для готовки. Хоть иногда, если даже будут заказы, чтобы у меня все было. Так, вот так вот. Ну, ничего. Можно же в двух, чем в одной большой, наверное, даже лучше в двух. Так. Сюда. Такси я вызвала. Света у нас нет. Все-таки у нас что-то случилось с нашим генератором. Мне не приходилось переживать из-за того, что света нет, потому что у меня был генератор. Но вот сын повез его в ремонт. Посмотреть, что с ним случилось. Ни в какую не включался. А без генератора мы без рук, если честно. Потому что у нас очень часто отключают свет. Генератор мне подарили мои подруги-подписчицы. Ну, кто со мной давно это знает. Огромная им благодарность за это. Потому что действительно с приобретением этого генератора, как они мне его подарили, я вообще не знаю, что такое отключение света. Да, мне все равно. И никакая заморозка у меня не портится. И работать я могу в любое время, потому что когда у нас нет света, его уже, смотрите, часа, наверное, 3 уже нет. Я не могу, например, включить тестомес, тестораскатку. И если даже делать, то мне придется делать что-то вручную. Ну, а вручную, когда я уже привыкла работать электрическим тестомесом, тестораскаткой, конечно, мне не хочется. Так что вот так вот. Надеюсь, его здесь у нас сделают. Найдутся мастера. Вот так вот, мои дорогие, сегодняшний день у меня проходит с вами. Отправляю второй заказ. И чуть-чуть попозже сделаю третий. Поставила мясо размораживаться. Фарш, вернее. Я фарш перекрутила и положила в морозилку. Он у меня всегда лежит готовый. Так. Я, наверное, и этот сок туда же отправлю, потому что он все-таки очень вкусный. Может, будут макать хлеб туда. Вот так вот. Так. Теперь в одной чуть больше, в одной чуть меньше. Ну ничего, это нормально. Все равно не порционно. Одному человеку все идет. Вот такая вкуснятина. И теперь еще и нам я сделаю курочку тоже, наверное, с овощами и с грибами. Может быть, так курочку сделаю, а может быть, со сливками сделаю курочку с грибами. Ну, посмотрим. Так, вот так вот. На здоровье моим заказчикам. Так, номер телефона я уже записала. Телефоны мои уже почти сдохли без зарядки, но я надеюсь, я дождусь такси. Ну вот, как-то так. Дальше не знаю, если не будет света, если не будет зарядки, то и снимать я не смогу вряд ли. Так, ну что, друзья, а сейчас я займусь другим уже, вторым заказом своим. Значит, у нас тут печенка. Мне много не надо. Полкилограмма куриной печени.
1 луковица, 100 миллилитров молока. Так, и мне еще очень много пишут, что я не пишу рецепт в описании. Обязательно буду писать. Постараюсь за это тоже взяться, значит. Что еще? Ну, тут куркума. Сейчас по ходу действия, как я буду делать, я буду это все озвучивать. Сейчас я быстренько сначала все это, видите, помыто, как можно, что эти пленочки все снято. Сейчас быстро в блендере перебьем. Так, ну все. Небольшая луковица. На полкилограмма я делаю. Сегодня мне хватит. Мне нужно только 7 этих шарлоточек, да, уже в собранном виде. По 3 штучки собираются, перемазываются майонезом с чесночком. Если кто хочет, то могут и зажаркой, как и тостик печеночный делается. Так, значит, как я сказала, 100 миллилитров молока сюда. Так. Не принесла яйцо, надо яйцо. Так, яйцо, в смысле, в принципе, можно было бы и сразу в блендер, но не рассчитала я. Так, ну, 1 большое или 2 небольших яйца нужно сюда. У меня яйца домашние, маленькие. Ой, опять микрофон не одела. Так, короче, 2 яйца маленьких. Если большое, то можно и 1. Ну, 2, пусть будет 2, потому что у меня на рецепт это килограмм. На килограмм печени 3 яйца идет. Обычно на полкилограмма я добавляю 2 яйца. Ничего страшного не мешает. Так, значит, что дальше? Неполную чайную ложку соли добавим. Так. Немножечко. Так, на кончике ложечки куркумы. И также где-то пол чайной ложки обычной соды пищевой. Все тщательно перемешаем. Очень много у меня идут вопросов. В WhatsApp пишут девочки, чтобы я сделала онлайн уроки, чтобы я сделала мастер-классы. Но пока я к этому не готова, как бы. Все хотим, но не доходим до этого. И Тандилу просят, и меня просят. Так, значит, где-то 1,5 ложки растительного масла. Сюда добавляем. Так. Тщательно перемешали. И теперь нужна мука. Так. Добавим пока вот так вот 2 столовые ложки. А там по консистенции эти еще посмотрим. Так, нужно будет еще. Так, короче, 3 столовые ложки. Если на блины, то уже бы хватило этой муки. Но на оладушки можно еще даже добавить. Я еще 1 ложечку добавлю. Так. Так, девочки, блинчики, вернее, оладушки я буду делать вот на такой сковороде. У меня есть специальная сковорода, очень удобная. Но также можно сделать и на обычной сковороде, просто как обычно мы делаем оладушки. Вот она у меня разогрелась. И теперь будем наливать.
забазюкала по плите. Я кладу в фольгу специально на плиту, потому что у меня всегда заказы, вы знаете. И плита пачкается, а фольга удобная. И вытереть ее удобно. Ну и потом поменять тоже удобно. Ждем, пока вот с одной стороны они прожарятся. Так, ну и сейчас... Ой, мамочки, начнем переворачивать наши оладушки. Просто на такой сковороде не получаются одинаковые. Она чуть-чуть передержала. Можно даже, наверное, огонь поменьше сделать. Вот так вот, чтобы они спокойно пропекались. А так все хорошо. Так. Иногда, ну, через несколько раз я смазываю все-таки сковородку нашу маслом, чтобы не прилипало. А так в тесте есть масло, конечно, не обязательно. Вот так вот потихонечку у нас идет работа. За время, что они у меня сейчас жарятся, я почищу чесночок, приготовлю соус. Так, ну все, друзья, наши оладушки все готовы. Вот сколько получилось. Сейчас я точно не знаю, сколько противней у меня получилось. Но тесто наше все уже закончилось. Одну штучку я поела. Очень на вкус вкусный. Сейчас мы им дадим остыть, а потом перемажем, я вам покажу. Я тем временем приготовлю тесто на обычные блины. Ну что, мои дорогие, сейчас будем собирать наши эти оладушки, шарлоточки. Так, минуточку. Так, сделала тесто для блинов, но не стала снимать. Пока еще их не жарю. Поставила манты, но что-то мне заказчица не отвечает. Пока она не ответит, не могу вызвать такси, боюсь, если заказчица не будет на связи. Так, значит, у меня тут 3 зубчика чесночка. Чеснок как хотите. Можете добавить, сколько вам надо. Тут я много боюсь добавлять, потому что заказ идет в больницу. Как бы в больнице запах чеснока может помешать. Так вот, ничего сложного, да? Все-таки кусочком чеснок. Так, минуточку. Ну вот, друзья, наконец-то клиентка взяла трубку. Так, собираем. Вот так вот, видите, я пока смазываю по бокам майонезом, чтобы прилипла сюда зелень. Так, получилось у меня 16 штук, получается, да? 3, 3, 6, 8, 10, 15. Ну, 3 штучки я съела. 16 вот таких вот шарлоточек получается с полкилограмма печенки куриной. Куриная печень очень дешевая. Готовить, как вы видите, это очень легко, несложно совершенно. В принципе, они очень хорошо смотрятся на стол. Они именно вот эти вот шарлотки и тортики печеночные у нас часто заказывают на свадьбу. Вот именно вот такие вот маленькие мне даже кажется лучше, чем печеночный торт. Вот этот вот один кусочек взять, поесть, его хватает. И как-то красиво на столе смотрится. Можно с чем-то другим еще как-то в столе набрать. Ой, в столе. На тарелке набрать. На стол, когда ставишь, набрать в тарелку ассорти. Можно также еще сделать печеночные, ну, бризоли называются. Или просто рулетики печеночные.
Я делала рулет, именно большой рулет. Ну вот, смазали мы, значит. Теперь будем дальше украшать. Положи туда. Так, и сразу же вот в такой вот контейнер. Вот так вот. Я надеюсь, видно, что я тут делаю. Так вот по бокам зеленушкой пройдемся сначала. Это укроп. Просто нарезанный укроп. Забываю одевать микрофон. Наверное, перед этим снятое не очень было слышно, потому что я его забыла одеть. Дело в том, что он проводной, и мне сложно ходить вместе с ним туда-сюда. Я его снимаю, а потом забываю одеть. Вот я какой блогер. Так, теперь попробуем. Вот украсить можно по-разному. Можно сделать вот просто так, вот такую вот сеточку, да? Вот так вот. Сеточку, полосочки, как хотите. Вот так. Можно все посыпать зеленью. Также очень красиво смотрятся гранатовые косточки, как я сказала, граната, и не косточки, а зерна граната. Посыпать на него, ну вот, тоже очень красочно, зеленью и зернами граната. Но у меня, я просто забыла сказать, чтобы купил сын. Все в голову не приходит, тем более я давно не делаю заказов готовой еды, и поэтому какие-то моменты забываю. Можно оставить вот так вот. Но я сейчас немножечко еще зелени нарежу все-таки и посыплю как бы немножко зеленью. Сейчас помою. Так, листья салата оказались не первой свежести. Вот что значит не ходить самому в магазин. Вот так вот немножечко. Так, можно также чуть фисташки, если посыпать, тоже очень красиво смотрятся фисташки. Вот так вот все. Теперь просто, чтобы было более эстетично, хотелось на листья салата, но они не очень свежие. Даже не знаю. Так, теперь мне осталось дожарить блины быстро. Остальное все готово. Манты тоже
почти готовы. И я сейчас уложу, вернее, наши шарлоточки и вызову такси. Вот так вот контейнер. Вот. А это для себя дома поедим. Не буду ничем украшать. Так, все. Сейчас быстро пожарю блины. Ну все, мои дорогие, заказ мой готов. Значит, вот манты. Вот горячим. Так, не видно, не видно. Так, вот, значит, манты. 3 порции. Я закрыла, чтобы не остыли. Тут подлива отдельно. Вдруг не любят подливу. Тут, значит, блины. Вот так вот, оказывается. Камера опустилась. Короче, блины. Все, водитель меня ждет. Уже курьерская доставка. Так, печеночные вы видели. И сейчас я вам покажу еще один. Сейчас. Танзила очень просила снять меня это все. Так. Так, ну и вот, мои хорошие, вот такой вот еще презентик. Тут фрукты. Короче, тут всего понемножку. Там мандаринчики, апельсинчики, гранаты, киви, груша, яблоко, банан, клубника, ананас. Ну, так было, ну, так захотела заказчица. Короче, этот заказ едет уже, все. Озю, Илюш.